Вы смотрите программу «Актуальное интервью». В студии работает Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Республика Саха-Якутия – регион с огромными финансовыми потоками в сфере строительства, ЖКХ, госзакупок. Именно здесь прокурорский надзор часто сталкивается со сложными, неочевидными схемами коррупции. Как сегодня организована работа по выявлению таких правонарушений, поговорим с гостем нашей студии. Гость нашей студии – Татьяна Самойлова, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Республики Саха. Татьяна Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Как на практике организована работа по выявлению таких вот правонарушений? Деятельность органов прокуратуры в сфере противодействия коррупции основана на нормах Конституции Российской Федерации, Федерального закона о прокуратуре Российской Федерации, Федерального закона о противодействии коррупции. В целях выявления нарушений в сфере противодействия коррупции в прокуратуре республики создан отдел, специализированный по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. В полномочия данного отдела входит, антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов, анализ и мониторинг публикаций в СМИ о коррупционных проявлениях, анализ доходов-расходов государственных служащих, которые ежегодно предоставляли справки о своих расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Также координация деятельности правоохранительных органов и следствия. И в целом профилактическая деятельность. А вот какие сферы госуправления наиболее подвержены коррупционным проявлениям и требуют прям усиленного такого прокурорского надзора? Из анализа в целом проводимого нами надзора можно выделить такие сферы государственного управления, которые наиболее подвержены коррупционным проявлениям. Это сфера государственных муниципальных закупок, там, где сосредоточен большой поток денежных бюджетных средств. То есть большие нарушения там выявляются при фальсификации документов, при проведении закупок, сговор между участниками торгов, искусственное завышение цен контрактов и так далее. Кроме того, сфера строительства тоже подвержена наиболее большим проявлениям коррупции, поскольку также имеется большой поток бюджетных средств, разного рода согласования и заключения проходят, экспертизы. То есть, когда строительные компании получают разрешение на строительство, на введение объекта в эксплуатацию и так далее, здесь тоже проявляется коррупция. Кроме того, сфера здравоохранения и образования тоже остается наиболее подверженной коррупции, поскольку также ведется строительство многих медицинских учреждений, образовательных организаций, закупка медицинского оборудования, лекарств, ремонт школ, закупка разного рода учебных принадлежностей, где проводится сосредоточено много закупок и торгов, тоже подвержена коррупции. Кроме того, к сожалению, у нас остается подверженной коррупции сфера правоохранительных органов и силовых структур, где сотрудники МВД, МЧС, ФСИН могут использовать свои должностные полномочия для, скажем так, извлечения материальной выгоды для себя, либо иной какой-либо выгоды для близких родственников, и используют свое служебное положение, например, прекращают административные уголовные дела необоснованно, либо занимаются покровительством каких-то коррупционных проявлений. Ну, кроме того, еще раз, сфера государственного муниципального управления, где распределяются бюджетные средства, распределяются субсидии, там тоже выявляется множественное количество нарушений. И вот какие методы и инструменты наиболее эффективно применяются прокурорами для раннего выявления таких вот рисков? Прокурорами используются все методы, предусмотренные федеральным законодательством, но в полномочия прокурора в первую очередь входит это антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов, которые принимаются на территории республики, также проверка справок о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера государственных служащих. Также мы обращаем внимание на обращения граждан и организаций, публикации в СМИ о коррупционных проявлениях, проверяем государственных служащих на наличие конфликта интересов, либо иной какой-то личной заинтересованности при исполнении своих должностных полномочий. Ну и в целом проводим просветительскую разъяснительную работу с населением, с чиновниками и организациями.
Мгм. Ну вот как раз-таки по просветительскую работу. Да? Какую роль играет прокурорский надзор в профилактике коррупции и вот какие меры предупреждения показывают наиболее эффективность? Ну, в целом профилактика, конечно, это основное направление нашей деятельности, потому что коррупцию надо искоренять как бы на корню до момента проявления каких-то больших нарушений. Поэтому в этих целях мы ежегодно проводим различные просветительские работы со всеми организациями республики, разъясняем им нормы антикоррупционного законодательства о необходимости прозрачности своих доходов и расходов. Также контролируем деятельность правоохранительных органов по расследованию различного рода дел коррупционной направленности. Кроме того, постоянно занимаемся мониторингом и анализом сведений и информации, которые поступают к нам из различных организаций по обращениям граждан. Также по публикациям СМИ проводим мониторинг источников, электронных источников. Ну и в целом занимаемся вот просветительской работой. Мгм. А вот как на практике реализуется прокурорский надзор за проведением антикоррупционной вот экспертизы, да, нормативных правовых Да, актов? экспертиза нормативно-правовых актов – это одно из тоже ключевых направлений прокурорского надзора. Между прокуратурой республики и исполнительными законодательными органами Республики Саха-Якутия заключено соглашение о проведении антикоррупционных экспертиз. В исполнение данных соглашений к нам в прокуратуру республики практически ежедневно поступают проекты нормативных правовых актов, либо принятые нормативные правовые акты, которые подлежат изучению по антикоррупционному законодательству. В случае, если выявляется коррупциогенный фактор в данном нормативном правовом акте, прокуроры принимают акты реагирования в виде требования об устранении нарушений, либо приносят протест на незаконно принятый нормативно-правовой акт. Для чего проводится данная экспертиза? Это мы исключаем коррупциогенные факторы, которые создают условия для совершения каких-либо коррупционных правонарушений должностными лицами. Мгм. Какую роль играет проверка сведений о доходах, расходах и имуществе госслужащих в системе прокурорского надзора? Основная роль проверки справок о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера – это выявление каких-то дорогостоящих покупок недвижимости, земельных участков, либо иных каких-то ценных бумаг, драгоценностей и так далее. То есть мы сверяем доходы государственных служащих, их членов семьи за последние 3 года и сверяем их покупки. Соответствуют они полученным доходам или нет. Допустим, если дорогостоящая покупка не соответствует доходам государственного служащего, мы входим в проверку и начинаем проводить анализ и проверяем данного государственного служащего на источник средств приобретения дорогостоящего имущества. В случае, если государственный служащий не сможет доказать, откуда у него появились денежные средства, мы обращаемся в суд за обращением в доход государства данного имущества и денежных средств, в отношении которых государственный служащий не смог подтвердить законность их получения. Мгм. И вот как прокуроры выявляют и пресекают случаи конфликта интересов в деятельности должностных лиц? В первую очередь, когда мы проводим проверку по конфликту интересов, мы изучаем уведомления, которые подают государственные служащие в случае у них возникновения конфликта интересов или личной заинтересованности при исполнении своих должностных полномочий. Проверяем также работу комиссии по урегулированию данного конфликта интересов. Проверяем принятые решения, даем оценку. Кроме того, изучаем источники средств массовой информации, где зачастую публикуют разного рода заинтересованность чиновников в исходе того или иного дела, допустим, либо в их связи с родственниками, которые находятся в прямом подчинении и так далее. На основании вот этих вот анализов, рассмотрения уведомлений о конфликте интереса мы выявляем отсутствие либо наличие данного конфликта. В случае, если у государственного служащего возник конфликт интересов, который, скажем так, мешает ему осуществлять свои должностные полномочия, у нас есть полномочия обратиться с представлением в орган, в котором работает данный государственный служащий, либо в суд с заявлением о
увольнение данного государственного служащего по утрате доверия. Мгм. И насколько часто, вот очень интересно, да, прокурорский надзор приводит к применению мер административной или дисциплинарной ответственности за коррупционные проступки? Здесь у нас работает принцип неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений, который закреплен в статье 3 Федерального закона о противодействии коррупции. То есть каждый государственный служащий, который допустил нарушение антикоррупционного законодательства, обязательно должен быть привлечен к какого-либо рода ответственности. Ответственность может быть дисциплинарная, это предусмотренная Трудовым кодексом Российской Федерации в виде замечания, выговора, либо строгого выговора, либо вот основная ответственность, как бы если госслужащий не урегулировал конфликт интересов или допустил нарушение антикоррупционного законодательства, он подлежит увольнению с государственной службы по утрате доверия. Мгм. А насколько часто этого? Ну вот, если приводить статистические данные за 2025 год, у нас в целом были выявлены нарушения в деятельности около 700 чиновников Республики Саха-Якутия, и 60 из них не урегулировали конфликт интересов. Вот из 60 государственных служащих 23 лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, 14 государственных служащих были уволены со службы в связи с утратой доверия. То есть как бы процент большое привлечение к ответственности. Однако. Мгм. И расскажите о нововведениях в антикоррупционном законодательстве. А вот с 1 января 2026 года у нас вступил в силу федеральный закон от 28 декабря 2025 года, который внес значительные изменения в антикоррупционное законодательство. Итак, государственные служащие вот с 1 января этого года не подают справки о доходах, расходах, об обязательствах имущественного характера. Такая обязанность осталась только у кандидатов, которые поступают на государственную службу. И если государственный служащий переходит из одного государственного органа в другой, либо вступает в кадровый резерв, либо если расходы государственного служащего превышают его доходы за последние 3 года. Тогда остается обязанность подавать справки о доходах. У остальных государственных служащих данная обязанность отменена. Кроме того, данным федеральным законом внесены изменения о гласности. То есть раньше, если справки о доходах публиковались в сети органов государственной власти и в СМИ, сейчас данная обязанность отменена. Мгм. Ну что ж, Татьяна Андреевна, спасибо, что вы уделили время, пришли, ответили на наши актуальные вопросы. Спасибо. А я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.